Во времена своего великодержавия енисейские кыргызы владели огромными территориями Центральной Азии и Сибири, создав государство, не уступавшее другим империям Великой Степи. Несмотря на последующее монгольское владычество и тяжелое поражение, а также на значительное сокращение численности, енисейские кыргызы сохранили позиции в своей вотчине. Южной Сибири являлись порой непреодолимой силой для многих могущественных завоевателей. В начале 17 веке русские казаки – опора не только имперских амбиций московских владетелей, но и экономических интересов купечества. Во время движения на восток впервые знакомятся с енисейскими кыргызами, сразу же испытав на себе остроту кыргызского оружия. В 1606 году жена кыргызского князя Намчи во время переговоров в Томске с воеводами была ограблена, что положило начало Столетней войне. Вот как данное обстоятельство оценивал этнограф в XIX веке Клеменс. Жестокость и злоупотребление при сборе ясака доводили до отчаяния, и поэтому редкий год проходил без того, чтобы какие-нибудь инородцы не восставали против русских. Примеров подобных восстаний крайне много, и все они буквально были потоплены в крови. Были примеры, что воеводы зазвали к себе в гости влиятельных инородцев, князьков якобы для угощения, вместо этого иногда избивали их, в других случаях заковывали и отсылали за Урал, в Москву, где и пропадали без вести. Сибирь обогащала московскую казну соболями и чернобурыми лисицами, но отправляла в этот далекий край, очевидно, таких служак, которые в самом московском царстве были неудобны. Вскоре после основания города Томска явился туда представитель енисейских киргизов с женой, просил принять киргизский народ под высокую руку московского царя. Объясачить без боя, без сопротивления такой энергичный народ, как киргизы, было бы находкой для московского государства. Киргизов теснили с одной стороны алтын-ханы халхасские, с другой – калмыки джунгарские. Воеводе только стоило прилично их образом принять это предложение, тогда для русской колонизации открылся бы свободный доступ в одну из лучших и плодороднейших местностей Сибири. Но воевода начал с того, что велел с плеч киргизской княжны стащить соболью шубу. Киргизские депутаты прекратили всякие переговоры, уехали назад и с тех пор сделались непримиримыми врагами русских. Позиция сибирских воевод была непреодолимым препятствием для мирного сосуществования русских с кыргызами, придерживающихся традиционных воинских понятий о чести. Все попытки наладить мирное сосуществование приводили к новым претензиям на контроль над кыргызскими кыштымами, гражданами этнополитического союза Хангарай, возглавляемого кыргызами. В то время как русские казаки захватили всю Сибирь и дошли до Аляски, на протяжении 100 лет они были вынуждены обходить владения енисейских кыргызов, и более того считаться с постоянным источником угрозы русскому порядку в Сибири. Во время борьбы с российским государством енисейские кыргызы потеряли в живой силе больше, чем все остальные сибирские народы вместе взятые. Вековое вооруженное противостояние вело к тому, что енисейские кыргызы, резко выделявшиеся своей воинственностью, стали постоянным источником международных споров и претензий между российским государством и государством алтын-ханов. После того, как джунгары совместно с енисейскими кыргызами разгромили алтын-ханов, они опять же стали точкой преткновения в переговорах между российским государством и джунгарским ханством, сильнейшим государством Центральной Азии. Приграничные с владениями енисейских кыргызов российские города постоянно подвергались нападениям. Кыргызы действовали порой совместно с джунгарами, тем самым закрывая перспективы Российско-Джунгарского союза против Цинского Китая. На фоне бесконечных взаимных грабительских набегов русских и кыргызов, русско-кыргызский конфликт являлся постоянным предметом обсуждения послов Джунгарии и России. Этнополитический союз Хангарай, русское название киргизская землица, возглавляемый кыргызами, показал большую устойчивость к внешним ударам, являясь основой этногенетических процессов, приведших впоследствии к интеграции кыргызских и иных субэтнических элементов Хангарая в хакасский этнос. Часть енисейских кыргызов,
переселенных цинскими властями в Маньчжурию, ныне известны под именем фуйских или хайлунцзянских кыргызов. Енисейские кыргызы также вошли в состав волжских калмыков, участвовали в этногенезе алтайцев, тувинцев. Кроме того, делается предположение об участии енисейских кыргызов в этногенезе иркутских бурят, халхо-монголов, казахов в верховьях реки Иртыш и тарбагатайских, эминских, кыргызов, проживающих в уездах Тачины и Эминь провинции Синьцзян КНР.